Привет, меня зовут Ажар. Я продолжаю знакомить вас с легким, эффективным способом запоминать казахские слова. Сегодня мы будем работать со словом «ата». На русском означает «дедушка». Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотят быстро запоминать казахские слова, хотят побольше знать о казахском языке и, возможно, в будущем разговаривать на казахском языке и понимать его. Для того, чтобы быстро и эффективно запомнить какое-либо слово, нужно посмотреть на сам предмет или на его картинку. В данном случае вот большая семья. Здесь вот дедушка, бабушка и много-много-много внуков. Дедушка – это ата. И мы начинаем составлять русские предложения. И вместо слова «дедушка» подставляем слово «ата». Я почти не помню своего ата. Он умер, когда я была очень маленькой. Мой ата жил в деревне. У моего ата, у нашего ата была большая семья. У него было 10 детей. Бабушка пережила нашего ата почти на 25 лет. Наш ата передал нам родословную нашего рода. На самом деле связь между ата и внуками, мне кажется, она прямо очень такая хорошая, теплая. Со стороны мамы у меня тоже был ата. И когда он приезжал к нам в гости, мой ата со стороны мамы, когда приезжал к нам в гости, и обнимал меня, и всегда щекотал меня своей щетиной. Но я его очень-очень сильно любила. Но это было тоже в очень раннем детстве. Тоже очень плохо помню своего ата со стороны мамы. Вот. Мне кажется, мой взгляд, что когда ата очень тесно общается с внуками, он таким образом передает вот те традиции, ту культуру, ту родословную, те обычаи, которые приняты в этом семье, в этом роду. Вот он передает их напрямую своим внукам. У нас, у казахов, ата пользуется очень большим почетом и уважением. И любого ата сажают прямо на самое почетное место у нас, у казахов. Вот таким образом составляйте предложение со словом ата до тех пор, до такого момента, когда это слово полностью не войдет в ваш актив. То есть вы должны с легкостью запомнить его, с легкостью в любой момент можете использовать его, и вам не нужно каждый раз вспоминать, как же там звучит, как же сказать дедушка на казахском. Это слово ата. Потренируйтесь, позапоминайте это слово и обязательно напишите мне в комментарии, что у вас вышло. Я буду рада любым комментариям, я буду рада любым вашим победам, потому что даже маленькие победы, как шажочки, приближают вас к вашей мечте и к вашей цели. Спасибо за просмотр. Пока!